был боевой, яхта с боевой есть. А с пешими боевой есть. С пешими боевой есть. Никто не ожидал, что очередной субботник станет историческим днем. Ранее неизвестные науке архитектурные сооружения были найдены совершенно случайно. Уникальные строения удалось выявить во время совместного похода к родовому башенному комплексу КОСТ. Нашими сотрудниками были выявлены новые объекты. Из них 6 жилых сооружений, 4 надземных и 2 полуподземных. И, конечно же, много руинов еще находятся на территории, которые придется дальше работать археологам. Там надо провести археологические и научные работы. Пришлось много поработать, но главное, есть результат. Башенное поселение КОСТ, где найдены ранее неизвестные объекты, расположено на отроге хребта Такандук или Кастидук, и в нем насчитывается порядка 12 жилых сооружений и 12 склепов. И это не считая недавние находки. Найденные фрагменты башен раньше не попадались исследователям, поэтому требуют детального изучения. За невыявленными насчитывается 18 сооружений и более 18 склепов на территории КСТ. Это не маленький башенный комплекс является, его можно сравнить с башенным комплексом Лейми, выходцами являются Костоевы, Марзгановы и многие еще ингушские фамилии. Это не единственные сооружения, которые смогли обнаружить специалисты. Благодаря их кропотливому труду удалось выявить множество других архитектурных памятников, которые находятся на территории музея-заповедника. За 2019 год музеем-заповедником выявлено в разных башенных комплексах на территории музея более 100 сооружений. И там туда входят и боевые башни, и полубоевые башни, склепы надземные, полуподземные и кладбища мусульманские. Находки имеют неоценимое значение не только для выходцев из рода КОСТ, но и для всего ингушского народа. Ингушетия, несмотря на свои маленькие размеры, один из немногих регионов страны, который отличается обилием всевозможных памятников средневекового зодчества. Сосредоточены архитектурные сооружения преимущественно на территории Джейрахского района. Там насчитывается 89 исторических поселений, в которые входит более 2000 древних архитектурных построек. Это же наша история, история нашего народа. И приходится ежедневно над этим работать по выявлению этих объектов. Каждый объект ценой очень наши отцы, наши деды их строили, и рук в руки передавались нам, и я думаю, что мы их должны также передавать своим наследникам, что оставить историю наших отцов. Уникальные сооружения подлежат государственной охране, поэтому найденные исторические памятники планируется включить в единый госреестр объектов культурного наследия. Специалисты заповедника в ближайшее время направят соответствующее заявление в Управление культурного наследия республики. Тамара Хашагулькова, Магомед Белакиев, Новости 24.